Здравствуйте! На Первом национальном телеканале «Осетия и Рыштон» проект о людях и для людей. Гости эфира – самые разные герои, те, кто оставил свой неизгладимый след в истории, культуре и общественной жизни Осетии. Те, кто составляет ее гордость сейчас и будет прославлять дальше. Надеемся, в нашем проекте каждый будет себя чувствовать легко и непринужденно, в своем кругу. Ее имя переводится с осетинского языка как «любимая». Выпускница осетинской студии Московского театрального училища имени Щукина, который преподавал сам Владимир Этуш. Яркая, самобытная, с сильным характером народная артистка Российской Федерации Орзета Бекузарова. Долгие годы работы в театре в тандеме с не менее талантливым супругом. На ее счету более 200 ролей. Ее обожали зрители. А что любила сама Орзета Бекузарова, сегодня поговорим в своем кругу с коллегами и учениками знаменитой актрисы. Alışılgoy magandar yağmur. Ясот, что ясот, ямун, яшкандарси. Послушай, что она говорит. А что она говорит? Я не буду ждать Батраза. Председателю колхоза «Рассвет» срочно прибыть к Дому культуры. Там ждет его мама. Сынок, ты мне нужен по секрету. Встречи теперь все реже под рукой. Телефоны, но не зря есть, как прежде, почтальоны. А вы пишите письма, не забывайте, как вам писать. Добрый вечер. Спасибо, что сегодня вы все к нам пришли. Я вас благодарю за это. Вот хочется немножечко так истории, немножечко биографии вспомнить, где родилась эта известная, знаменитая актриса. Но, наверное, Роза Исоновна или... Нет. Зоя, обязательно, потому что она сокурсница, они Зоя вместе Николаевна. 5 лет проучились, и, конечно, первое слово ей нужно дать. Зоя Николаевна. Спасибо большое. Самым первым долгом я поздравляю вас, вот, работников вот этого чудесного Заведение. телевидения. Я проработала 23 года на телевидении в тех условиях на вышке. Да. Таких условий у нас не было. Такие мы тоже были молодые, как вы все. Но я всегда рада, что вот такое здание вам построили. Я мечтаю, чтобы ваши передачи видели жители всей нашей республики. Это первое, что я хочу сказать. Я видела здесь очень много молодых, красивых, талантливых людей. Я желаю вам, чтобы вы прославляли нашу Осетию вот в этих очень хороших условиях. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Что касается второй студии осетинской, национальной в Москве, то разрешите мне, пожалуйста, перечислить всех тех, кто в 1953 году по решению руководства республики выехали в Москву для того, чтобы пополнить талантливыми людьми осетинский театр. Я хочу их перечислить, потому что фамилиям этим и людям, которые их знали, будет очень приятно. Калагов Федор, Агузаров Анзор, Хурумов Орузмаг, Дауров Харитон, Тибилов Чермен, Дзбоев Бабле, Туриев Махар, Томаев Коста, Майербек Икаев, Майербек Цихиев, Цагараев Глеб, Хабалов Олег и Лохов Хаджи Мурат. Это были наши И мальчики. каждое имя – это звезды. Девушки,
которые выехали, девушки, мы все девушками были тогда. Бекузарова Арзета, Макиева Ирина, Торчинова Эмма, Дзуцева Рая, Хугаева Вера, Тхапсаева Зая и я, Сланова Даурова Зоя. Было нас всего 20 человек вот на курсе. Спасибо вам, спасибо. Мы были братьями и сестрами. К сожалению, жизнь очень коротка, очень коротка. Из этих талантливых творческих работников, которые прославили Осетию, которые войдут в историю национального искусства и вошли уже, и их никогда не забудут, остались только мы вдвоем, Вера Кулова и я. Представляете? Все остальные ушли. Никто из них до конца вот до старости не прожил. Последним ушел Хабалов Олег, и мы опять его тоже оплакивали с Верой. Сегодня Вера не смогла прийти только потому, что она не сдерживает слезы. Когда она вот увидела бы, она только плакала бы, поэтому я ее с собой не взяла. Это вот первое, что я хотела сказать. Теперь в отношении Арзеты. Роза, ты должна больше говорить сегодня, потому что Роза Бекоева – это тот человек, который для этих людей, для того, чтобы они творчески раскрылись, чтобы они играли в спектаклях, Роза Бекоева очень многое сделала, очень многое, как режиссер. О других я не говорю, о Цехиеве, о том, это их был долг тоже. Но Роза столько спектаклей поставила, самые лучшие роли. И Арзета, и все они играли в ее спектаклях. Поэтому она режиссер, мы творческие работники. Вот так мы идем параллельно. Могу сказать о том, что всех тех, кого я перечислила, вот я их перечислила, они все в театре не остались. Не остались потому, что, видимо, у республики не было... Там были талантливейшие актеры, я о себе не говорю, но, значит, мест не было, средств не было. И были ведущие такие актеры в молодом еще возрасте. Поэтому какая-то половина этих людей ушли на телевидение. И составили основу телевидения осетинского. Они не ушли, Зоя, Да. они не просто Да. ушли, Зоя Николаевна. Их Ахшара Гузаров Переманил. отбирал, как отбирают зерна, и привел их сегодня одного, завтра второго, и заманил к себе. И все они стали потом ведущими, режиссерами. И кинорежиссерами. И Бабле, кинорежиссерами. Вот Ахшар это делал очень искусно. Но вот все-таки я хочу вернуться к биографии Урзеты Бекузаровой. Она родилась в Садоне в 1934 году. Но насколько я вот, вы еще за эфиром говорили, что, насколько я поняла, что она училась в ГМИ. Она училась в ГМИ, и когда в 1953 году приехали представители Щукинского училища набирать студию, то она время просто показалась, и она им понравилась, и заставили ее бросить ГМИ. И она поступила вот в Щукинское училище. Откуда они узнали? Она пошла Сама чтобы пошла. попробоваться, Ага. да. Вот. Что касается Арзеты, Арзета была тоже дочерью погибшего фронтовика. Это мы все вот так вот. Мама ее была учительницей, трое их было. Три сестры. Значит, 3 сестры и брат были. 3 сестры и брат. И, конечно, те годы были очень тяжелые. Но удивительно было то, что Арзета, она всесторонне талантливая была. Она была в быту, вот говорят, она грубоватая в работе была, требовательная была, требовательная. Есть такое, да, А мнение. в быту она была просто очень мягким, хорошим человеком. Мы с ней учились, вот я-то к ним приехала позже немножко, потому что, когда они туда поехали, то в 1954 году одна из девушек, красивейшая девушка, это Зара Цалуева, она вышла замуж и уехала в Чехословакию, офицер на ней женился.
И вот подбирали девушку туда, на ее место, а я училась в педучилище. Ну, меня выбрали, и я поехала туда. Я поехала на второй семестр второго курса. Ну, догнала их, сдала все экзамены. И вначале она мне казалась, она мне очень большое внимание уделяла, очень большое внимание. Она мне вначале казалась так грубоватой, но в быту она была очень мягкая, очень мягкая. Мы должны были дежурить, вот девушки все вместе ели, жили вместе, ели вместе, деньги собирали. И она, чтобы вот где-то не стала дежурить или не стала готовить так, как надо. Никогда этого не было. Хозяйкой она была тоже очень хорошая. А вот знаете, говорят, что, ну, есть одно мнение, что якобы талантливый человек, он, в принципе, уже виден, бывает и во время учебы, что, ну, да, из этого выйдет хороший актер там, или режиссер. Да, а бывает, что не всегда. Бывает лоботряс во время учебы, потом так раскрывается. Даже не Вот лоботряс, а зажатость. ленивый, зажат, бывает, да? Зажатость в этой профессии. А это- Такой случай был у вас вот с Хурумовым же, да? А вот у нее, да, как было во Нет, время она учебы? Она с самого начала. Сразу. Она с самого начала. Во-первых, Лидер. мы учились у одних и тех же педагогов с русскими курсами, где были выдающиеся люди, учились с нами. Лановой Василий, Ширвинд, параллельные курсы, я говорю, Татьяна Самойлова. Очень много, большое количество людей, которые потом стали знаменитостями, киноактерами, актерами театра Вахтангова. У нас были одни и те же педагоги, одни и те же педагоги. Нас очень любили вот, и педагоги, и те, которые с нами учились. Вот когда я бываю в Москве, и я встречаю, или они, когда бывают здесь, я стараюсь с ними встретиться, вот с теми, кто параллельные курсы были, всегда они вспоминают поименно тех, кого я вам перечислила. Да вы что? А Майербек, а Арзета, а вот эта, которая Беллу играла у вас, красивая Верочка, девушка, Верочка. Понимаете? Они вот так вот нас все любили. Что касается Арзеты, это талант. Это такие таланты рождаются, наверное, в 100 лет один раз. Она всесторонний талант. Она могла... во-первых, она драматическая актриса чудесная, она характерная актриса чудесная, она киноактриса, она режиссер, она чтец. Короче говоря, всесторонне одаренный человек. И это прояснилось с самых первых дней. Ну и там тоже она вам помогла, да, с какой-то Да. историей, тоже вот у вас было что-то, какие-то судебные дела, что-то у вас было? У и она меня потом- много раз бывали судебные дела, потому что Много раз. много раз. У меня маленький магазин, и пришлось его отвоевывать. Между прочим, Арзету и всех их, которых нет, вот так нужно вспоминать, весело, потому что они в жизни сделали все то, что от них жизнь ожидала. Да? Вот я шла, опять этот процесс должен был состояться, я позвонила ей и говорю, она мне сама позвонила, как там твои дела, Зоя? Я говорю, опять назначили процесс. Все, будет процесс, позовешь, а ты же репетиция. Отменю репетицию, все. Она пошла со мной. Она думала, что она придет, и все, значит, это. Решится Она сразу. пришла, и начался процесс, да, она встает и говорит, вы понимаете, кого вы трогаете? Вы знаете о том, что этот человек прав? Что вы делаете? Я говорю, а кто вы такая? Я кто такая? А вы меня не знаете? А кого вы еще знаете? Какая прелесть. И еще несколько фраз, и ей говорят, женщина, выйдите, пожалуйста. В этом Арзета, да. И ее из процесса выгнали. Я встала и говорю, если вы ее выгнали, я тоже ухожу. Она удивительным была. Но вот Посыл главный. я каждый раз с сожалением говорю о том, что о таких личностях у нас очень мало информации. Наша телекомпания как может со своей стороны старается решить эту такую проблему благодаря программам. Но мы заглянули в наш театральный музей республики. Давайте посмотрим, что там, что там есть. И звездной плеяды актеров, которые являются гордостью и славой Остинского театра. Арзета Алихановна
покоряла своей игрой не одно поколение зрителей. Она заставляла сопереживать своим героиням, будь то женщины из шекспировских произведений, из пьес Горького, Толстого или из пьес национальных наших осетинских драматургов. За каждым образом были и бессонные ночи, и долгие раздумья, и долгие репетиции. Здесь вы видите фотографию из спектакля «На дне», где она играла роль Насти превосходно. И в спектакле «Тартюф» по пьесе Мольера. Здесь вы видите тоже фотографию. И, конечно, ее знаменитая Гертруда в «Гамлете», Кади в «Материнской славе». Она обладала такой магией, что бы она ни играла, какую роль бы она ни играла на сцене, зритель всегда сопереживал ей бесконечно. Она сразу брала в плен зрителей. Роза Исоновна, но вот давайте тоже на вас переключимся уже. Рассказывайте, когда ваша встреча первая состоялась с Орзетой Бекузаровой, когда это было и где вы с ней работали? Сразу были постановки в ролях? Нет, конечно. Не менее известная Елена Гавриловна Маркова репетировала в это время на сцене Осетинского театра пьесу Назыма Хикмета, ныне забытого абсолютно. Чудак. Да. И вот на сцене шла репетиция, открываются центральные двери, и входит огромная группа молодых людей, которые только что с поезда, с вокзала, и все они пришли в Осетинский театр. Ну, тогда они еще были вместе в Русском театре. Это вот то сожительство еще было совместное. Естественно, репетиция прекратилась. Елена Гавриловна повернулась и обратилась к ним. Они все уже вошли в зал. Кто с сумками, с авоськами и так далее, кто как. И вот вся эта труппа, когда вошла в театр, вы знаете, было такое ощущение, что стены зала раздвинулись. Потолок ушел выше. Вот какое-то такое чувство появилось, что новая волна пришла. Это как вот сидишь у моря, да, идут новая волна. Когда приходит, это всегда, хотим мы этого или нет, мы это на себе ощущаем. Это такое чувство великое и неповторимое. И их вывели на сцену. Кстати, очень много фотографий осталось от этой встречи в книгах, во всевозможных выступлениях. Очень много фотографий хороших осталось. Зарифа Бритаева вышла к ним навстречу, встречали их достойно, красиво. Но поскольку они только что с поезда, то решили их быстро отпустить, чтобы на второй день они... А на сцене шла репетиция вот пьесы Назыма Хикмета, где была Верочка Уртаева в главной роли и Александр Царукаев вот в этом совершенно неповторимом образе. Таких ролей у него больше не было, у Александра. Они были все романтические, а здесь глубоко психологическая роль была. Вот. Ну и, конечно, на второй день они стали появляться в театре. Им нужно было репетировать свои отрывки, им нужно было репетировать свои бои, которые были поставлены специально к этой дате. Много всего было. Привезли они 5 спектаклей. Я не знаю ни одной такой студии, которые бы заканчивались таким количеством спектаклей. Помимо этого у каждого были свои отрывки по фехтованию, по вокалу и так далее. И интерес был безумный к ним. Они не просто в театре начали, они буквально с первого дня стали ездить по главным нашим районным городам, знакомились с ними и так далее. Это было вот так. Но так было. И я думаю, сегодня по многим фотографиям, тем, что осталось в журналах, об этом писали, это те крупицы, которые вот говорили о той новой волне, о том, что пришло с ними
на сцену Осетинского театра. Ну, а то, что они в своих работах, первых студенческих работах, такие роли сыграли. Молодая девочка играет Да.80-90-летнюю Кмерти в Надежде, по-моему. в «Надежде» автора «Гибель Надежды». «Гибель Надежды» пьеса называлась, Гроссмана. Вот. Это все было настолько интересно, потому что уже в театре привыкли к этой форме работы, а здесь это что не сцена, что не спектакль, какой-то фонтан шампанского. Вот такие спектакли были. Ну вот давайте вот после рекламы продолжим. Все-таки ваше знакомство с Орзетой расскажем. После рекламы не Обязательно переключайтесь. Роза Исоновна, все-таки ваша встреча, как она состоялась? А вот Какое она впечатление состоялась первое таким было? образом, что мы начали смотреть все их спектакли, но что было интересно, если я не права, Зоя, вы меня поправите. Да. Они, когда выходили уже после грима, после костюма, который надели, за полчаса каждый и каждая из них выходили на сцену за кулисами, садились спиной к сцене, каждый отдельно, никто ни с кем не общался. Что я люблю. Я первый раз в театре это увидела. Каждый сосредотачивался на свою линию в пьесе, на свою роль. И когда подходила его очередь, он уже выходил, проиграв внутри себя это все, и выходил готовым на сцену, а не на сцене начинал собираться играть. Это я видела первый раз. И в русском театре смотрела, как выходят актеры, и в осетинском театре видела. Я видела, как актеры-щукинцы готовятся к выходу на сцену. То есть они не должны были видеть, да, как Ни с играют кем партнеры? не общаются. Каждый из них должен был пройти мысленно весь путь, который им был выстроен, и они готовы. Зачем я выхожу сейчас на сцену? С этим они совершенно... Я права, Зоя? Да, права. Да, Тамара. А что это, да, что это дает? Ну, конечно, дает. То есть Многое это дает. полное отключение от всего того, что тебя вот до этого момента Конечно. Отвлекало. Это нужно было внутренне собраться для того, чтобы ты дальше совершенно, а не на сцене начинала готовиться. Это вот такая школа была. Мне это просто показалось неповторимым. У нас перед выходом на сцену актеры могут рассказывать анекдоты друг другу и выходить в роль. Ну хорошо, не это все, когда но комедия. есть. Хорошо, когда это комедия. А когда это совершенно другой жанр, это, конечно, сегодня в театре, не скажу, что все, но многие перестали пользоваться этим методом работы перед выходом к зрителю. Дальше, о чем мне хочется сказать. Сразу их подключили к районам. Они не только на сцене в городе выступали, они поехали по районам. Шло знакомство с новым творческим коллективом. И эти встречи проходили в районных центрах, проходили в шахтерских поселках наших, где на них, могу вам точно сказать, валили в переполненных залах. это точно, Так было. Что касается их входа уже в новый репертуар театра, в театре, где они пришли, где они приняты, где их полюбили. Ну, одни вот имена, фамилии. Урузмак Хурумов, Федя Каллагов, Майырбек Икаев, Анзор Майырбек, Агузар, да всех их, Глеб. Но правда потом Ахшар Агузаров, их постоянно, телевидение только открылось, нужны были свежие силы, он стал заманивать всех понемногу. И огромная группа наших артистов оказалась работниками
телевидения. Ему же нужны были И кадры, они, естественно, конечно, поэтому, он да, посылал их нормально. учиться, доучиваться в Москве, переквалифицировались, стали профессионалами. И их было много Квартиры достаточно. давал, вот в чем дело. самое Один главное. Дауров сколько материалов оставил после себя Харитон Дауров, уйдя из театра, сколько он и для театра писал, о театре писал. Театр пропагандировал через телевидение. И это было для театра тоже новым подспорьем, для того, чтобы их узнавали, их стали показывать, с ними встречи стали проводить. Это было интересно, это было ново. Да, да. Но вот одним из сильнейших моих таких детских впечатлений был спектакль «Материнская слава», где Урзета играла мать осетинку Кади, у которой война отняла 5 сыновей. Ну вот эта игра, конечно, она пробирает и до мурашек, и ком в горле. Я предлагаю вспомнить, посмотреть и потом вернуться. С удовольствием. Кади, аж Нико малсна. Нико. خشت ما خورا کنای خشت ما خو بیرت کونا تبای خالزا Малгата Путкана. Кабат это на Маланскате. نام گودت تنیب جارم حالا یوگر کمش فند کتا يا جردي كمش Кади. Я же житон да уфатчи гузила пунакау Кади. Кади, кашма сашваш ветвасау. Афтата, Кади раштагнали. Кади. Кади раштагнали. Кади, абураш мекеш коттай, хашане за кушкуфтай. أجدن قارن تنداتها فينا Шардугон карым тындая сыканын Кади. نقضي قوان قيوش ميرايا قواشتاي فلاو Кади, рагашмая, мне потандар дахикухай, фандарашча! Потрясающе. Зоя Николаевна говорит, не плачьте. Роза и сон. Ну, невозможно сдержать слез, конечно. Можно я скажу один случай? В какое-то время Арзета позвонила мне и говорит: Зоя, я хочу твои стихи почитать, они мне нравятся. И мы встретились. Она отобрала лучшие стихи мои, и на радио их записали. Иногда их выдают. Вот она читала мои стихи. И в одной из этих, во время одной встречи она мне рассказывает. Я, говорит, шла по улице Куйбышева, вот близко к Русскому театру. И, говорит, смотрю, одна женщина бежит и кричит: «Иронау, фалаума, фалау думанан собаку штай». Да? Я, говорит, остановилась и, говорит, думаю, кто вы, что вы, мы разве знакомы? И, говорит, женщина говорит: мы не знакомы, но я была на спектакле «Материнская слава», и ты так играла, я расплакалась, мне стало плохо, мне было плохо с сердцем, меня увезли в больницу, и я недавно вышла из больницы. Арзета не могла играть вот в полсилы. Никогда. Она делала все, что она делала, это она перевоплощалась так, что ее иногда узнавать невозможно было. Она могла играть совершенно молоденьких девочек и могла играть пожилых женщин, даже молодой. Вот это ее самое лучшее качество было, что она могла вот так в душу каждого человека внести то, что она сама чувствовала. А вообще, Вот мне в том кажется, числе что вот в то время все-таки актрисы, актеры, режиссеры такие были счастливые люди, потому что могли себя реализовать. Ну, хочешь, реализуйся в театре, можно в кино. Тамара Батрубековна. Можно так назвать, что тот период, он все-таки для актрисы, актера был таким вот
счастливым, удачным. То есть жизнь Золотой была век. в театре, да. Вот правильно говорит Зоя Николаевна, золотой век это был расцвет культуры осетинской, всей культуры, всех жанров искусства, живопись. Господи, какие художники! У меня сосед был Умар Гасев, монументалист. А потом, когда я вышла замуж, мы тесно общались. Ну, мой муж дружил, естественно, не тогда, когда приехала, очень давно. И Джанаев, боже мой. И ой, я даже Калманов. Вот я сейчас, когда начну перечислять, да, Юра Зантьев, это уже более молодое поколение, я просто, вы знаете, танцевальное искусство, певческое искусство. Композиторы наши осетины писали, но это не воплощалось. Почему и родился и музыкальный театр отдельно потом, понимаете? Произошло это деление, и позвали, значит, и потом искали создать музыкальный театр. Это одно, но создать именно национальное, чтобы опера звучала, национальное, чтобы оперетта шла. И, естественно, привлекали, вы понимаете, да, силы какие, искали, выпестовывали, где осетины из Киева, из Тбилиси. И вот так вот все виды искусства. Это был расцвет. И мы, вот семидесятники, мы закончили в 70-м, мы пришли как раз вот Это то, третья студия. да, то, о чем говорили выше мои коллеги, мы пришли в самый... И вот я когда-то еще, по-моему, сказала, вот именно крылом своим, вот такими огромными крыльями, такими белоснежными, творческими, они нас накрыли. Вот так вот. Вот клянусь, вот я не... Кстати, что касается вот этого спектакля, я вот периодически, если я о чем-то жалею, это 2 спектакля, где я была распределена, но волею судьбы, значит, не состоялись они у меня до конца. Вот, это Офелия в «Гамлете», за что, кстати, Хугаев очень долго меня мариновал, делал вид, что меня практически, ну, можно сказать, в кавычках нету. Вот, да, настолько он был обижен, потому что... И «Материнская слава». Ну, Зифа Галазова, я с Зифой Галазовой, я только пришла, и я практически вот 2 года работы, даже не полные 2 года, и меня Майербек Цехиев распределил Зифой Галазовой в дублерстве как молодая актриса. Ну, Зифа прекрасно сделала эту работу. Вот. Потом мне предложил, когда я вышла, практически я мало была в декрете, потому что мы Гауптмана ставили. И он мне предложил вестись. Он очень хотел. Не зря же он взял, наверное, чтобы молодежь, чтобы мы пример брали, чтобы мы учились. Это школа, это уже театральная школа. Ну, что касается того, что вы мне задали вопрос. Конечно, мы точно так же приехали. Вот что сейчас Роза сказала, очень многое, оно как бы перекликается. Да, перекликается. Мы тоже привезли дипломные спектакли, у нас их было меньше 4. У нас тоже была концертная программа с фехтованием. Вот я с Казиком и с Кумалаговым фехтовалась. Значит, и другие наши пели, и девочки, и мальчики. И мы ехали в дом престарелых. По районам тоже ездили. Естественно, театр эксплуатировал эти спектакли. В Садоне мы несколько дней. Розочка, что такое? Задумалась? Да. Что плачут все время. Не плачу, ради бога, Роза. Это, конечно, это тяжело все видеть, слышать, Веру я поэтому не понимаю. взяла, что Её. она Правильно сделали, да. В она- лице да, Борзеты я да. потеряла Ну да. очень для себя дорогого человека. Ну, я знаю, что вы Очень. дружили, у вас период. Вы дружили, да? Вы прям вот Они дружили, а потом у До вас 3 где-то- часов всеми с вами ночи, дружила, со до 3 всеми. часов ночи она могла говорить по телефону. И ни о ком, и ни о чем, о театре О только. театре, да, проблемы. Нам тоже иногда, вот у меня был период. Это тоже когда, такой с ней. когда человек хочет работать, Да, и когда руки требуют работы, а работы нету. Ну, если нету роли, но дайте ей Так, работу. ну давай тогда. Вот, Поэтому успокойся, вот эти Розочка. вещи ускоряют какие-то процессы в человеке, да, я понимаю. потому что вот Не подгоняют. голодный актер — это страшнее войны. Голодный на роли
Творчески голодный. Да, вот это я имею в виду. Давайте сейчас Это- поговорим о ее, вот о том расцвете. Ох, какая у вас профессия нелегкая. Жуткая, да, она жуткая, но она прекрасная. Варзета была. Она прекрасная. Вот такие аплодисменты, когда бывают после спектакля, когда когда ты видишь просветленные глаза, когда из зала никто не уходит. Ну, я не знаю, как это объяснить. Ну, тому бывает объяснение. И не опустошение бывает, а ты знаешь, вот это все передается, вот эта энергия. Ну, сейчас мы поговорим о том, вот вы меня задали вопрос. Когда мы пришли, Уорзета играла, репертуар был, они все играли, они все были... Боже мой, Федя Калагов, Верочка Кулова, эти спектакли, испанцы, Ромео и Джульетта, это еще раньше было. Это вот мое детство, юность. Да, это их не... Они вообще, это что-то было несусветное. Вы знаете, на Хашана, да, на Хашана, я сама за билетами ходила, потому что меня посылали. В субботу приезжали из деревни родственники вечером после работы, мою шидышта, мою что на театр, чтобы попасть. И вот на Хашана я хорошо помню очередь. Вот так от кассы, вот сейчас это музыкальный театр, и вот так вот поднималась по лестнице очередь, как сейчас вот помню. Но вот вы понимаете, как? считаете Уорзету своим, может быть, педагогом? Да. Уорзета? Да. Это абсолютно и не обсуждается. И она работала не только на ниве театра. Хореографы у нее проходили мастерство актера да. в училище искусств. Да. Это Потому чуть что позже. она учила их, какой характер танца. Что ты танцуешь, про кого, про что ты танцуешь. И они, вот все выпускники за время работы, она работала там лет 15. Она сама очень хорошо пела, у нее шикарный был голос. Да. И танцевала И на очень гитаре хорошо. играла. Тамара, но все-таки она повлияла вот на то, чтобы на вашу профессию, на вашу судьбу, чтобы вы стали актрисой. Что-то вот история какая-то. Вы знаете, она из той когорты деятелей культуры, искусства, которая повлияла очень сильно и первично. Она с 12 лет, я училась в училище, второй, значит, выпуск наш был хореографии, как раз открыли это отделение. Она преподавала мастерство актера в течение 5 лет. Не мне, и вот нашей группе, да. И все время меня не гнобила, вот она меня дергала. Я думаю, Правильно Господи, делала. да, я думаю, зачем мне это надо? Правильно делала. Она меня все время, вот не так, это, что, давай, все. И вот все, что потом, все, что проходили в Щукинском, она была, во-первых, красивая, она была энергичная, стройная. Она тогда, у нее был репертуар, я помню, это был в 62-м году я поступила в училище, мне было 12 лет, 12-й год шел. Вот тогда вот репертуар театра был относительно на ее плечах тоже, как говорится. Вот на их плечах. Вот то, что выше говорила Роза Ясоновна, на плечах этой студии вместе со старшим Костяком. Да? Тхапсаев во главе, все остальные актеры вот с ним. И я хочу сказать, она приходила такая бодрая, энергичная, у нее столько было вообще замыслов. Она, значит, нам ставила, но она нас вела от первой буквы, вот по мастерству актера, вот все, что она проходила. В течение 5 лет хореографам что можно преподавать? Естественно, только так. И мы выпустились. Вот и мой курс, и предыдущий первый курс, да, и вы знаете, все очень достойно. Кто у Моисеева, кто уехал в Самарканде, ну, в общем, в оперном театре. Очень много. Вот мой курс, например, очень много пошли по стезе, по своей театральной, вот этой вот танцевальной. Ко мне, она говорила, тебе не нужна хореография, тебе не нужна, тебе нужно в Остинский театр. Я говорю, да я язык не знаю, я плохо, я только понимаю. Выучишь, это не проблема, надо учить, и свой язык надо знать. Ну, к сожалению, в школе тогда не было Остинского, когда я училась. Как раз закрыли Остинскую школу, это был тот период,
Ну, и язык в неделю один раз, и он был совершенно формальный. Но дело было в том, что да, и когда подходило мое окончание, она очень так взялась, и вот они, Туриев, очень нас опекал. У меня подруга была, даже две, Коцлова, вернее, они и есть, слава богу, живы-здоровы, и Тома Корсанова. Ну и все, уже был настрой, что я еду в театральное поступать после окончания училища. Так, вот здесь, пожалуйста, точка, у нас реклама, и потом обязательно продолжим. Тамара Батырбековна, но все-таки вот вам же удалось с Орзетой тоже и поработать, да? Она была режиссером, вы играли в спектакле ее. Да. Ага. Я с ней сделала несколько работ в ее режиссуре. Это «Дом Бернарда Альба». Это, кстати, был первый спектакль мой на Остинской сцене. Вот, я играла Аделу, младшую дочь. Она была режиссером этого спектакля. Прекрасный ансамбль она подобрала из наших женщин. Ну, талантливые все были, не буду перечислять. Но потом я с ней играла, Цехиев Майербек ставил ряд спектаклей, и мы соприкасались, играли. Перед заходом. А потом, значит, в 1972 году мы начали работать одновременно в театрах Советского Союза. Ставился спектакль в 3 театрах Гауптмана «Перед заходом солнца». Владимиров играл в Ленкоме, значит, в Ленинграде, и Царев в Малом театре, и для Тхапсаева в Остинском театре. Вот. И мы с Варзетой Алихановной, с моим педагогом, значит, я была в дублерстве с ней, играли главную героиню Инкин. Ну, вот такая у нас была с ней, А вот такой как тандем режиссер, был. мне интересно, как режиссер, каким она режиссером была? Ой, что вы, прекрасный режиссер. Она режиссер-педагог от Бога. Но с ней Сегодня спорить нету, можно не было? хватает сегодня, до сих пор. До сих пор, когда я в театре что-то вот говорю, я говорю, на вас Бекузаровой нету. Нету ее, понимаете, нету. Дисциплина в каком плане? Творческая дисциплина. Та собранность, вот о которой говорила выше Роза. Я помню, когда Тхапсаев играл, нас вводили в массу, Отелло еще шел спектакль. Пашей Фандон, Отелло, Амаду Бочинзахшевна. Спектакль-то в массовке, только там, туда нас ввели. Когда Тхапсаев играл, мы все обратили внимание. Но мы тоже были приучены молчать, не говорить. Я до сих пор не понимаю, как можно разговаривать, если ты играешь роль. Вот все должно замереть на самом деле. И каждый должен быть в себе. Правильно? Не надо терять багаж, который здесь, для того спектакля, который ты играешь, создавая тот или иной образ. Мы играли с ней, да, и было прекрасно. Режиссер, она, конечно, великолепная. Она педагог-режиссер от Бога. Она помогала не только молодым. Она помогала и старшему поколению, и своему поколению. Но она делала это тактично. Не замечание, а она... Удивительно ее все слушали и прислушивались, понимаете, и воспринимали, и на самом деле это что на благо каждому. Ну, то есть можно было поспорить и какую-то свою линию гнуть? Ну, или конечно, только ее? можно. С ней, Если да. приносили, Да, надо было приносить, конечно. Нет, она не была деспотом, вы зря так думаете. Но ее палитра актерская настолько широкая, да, от траги фарса, вообще, то есть от комедии, от фарсовой комедии, да, от вахтанговская школа, она на самом деле, я не унижаю ни свою школу гитисовскую, в принципе, там педагоги те же самые, смешанные, преподают и до сих пор, но у нее палитра была безумно широкая, до высокой трагедии. Вот она вот как в Кади вот доходила, да, драма, трагедия. И да, ну, я более техничного актрисы, более техничной и техничного актера я еще на сцене не видела Остинского театра. Может быть, кто-то со мной поспорит или опровергнет. Она очень техничная актриса была. И вот эти переходы, о которых говорят, как она могла из одного, да, неся правду, вот, допустим, одного состояния, и вдруг
по образу переключиться вот совершенно и так выдать, и человек терялся. Да. Ну, характер у нее был сильный, она всегда говорила, о чем думает, Она, могла да. спорить и сама с режиссерами. Она могла сделать замечание резкое, вы знаете, да. Это уже тогда, когда вот она чувствует, что или ленится, или сопротивляется, понимая, что это нужно сделать, актер. Ну, вот знаете, есть такая у актера еще бывает вот такая заморочка, вот, жейхуш даржон, он вот, или как. Но она молодец, она в этом... И в итоге актер всегда приходил к тому, что она была права. Ага, ну вот она еще и спорила с Зарифой Бритаевой. Я Спорила. сейчас попрошу, у нас есть Спорила, мы фрагмент. Тартюф играли. Еще как спорила, иногда полрепетиции уходила. Когда что-то понятно в спектакле только одному режиссеру, я не хочу вас обидеть, Зарифа, но вы сейчас просто вот так говорите, что пускай даже будет непонятно. Если понятно что-то одному режиссеру, и даже вот те, которые в материале, и которые как партнеры и так далее, им это будет непонятно, то кому это нужно? Не собираюсь в дальнейшем, я не собираюсь детально объяснять каждое движение актера. Не собираюсь. Нет, и не считаю это нужным. Наш зритель не привык, пусть привыкает постепенно соображать. И по-своему воспринимать, и по-своему решать, к чему вот эта цепь, а к чему вот это слово. Точно, да. Ну, Знаете, вот вам, пожалуйста, то, о чем я говорила. Педагог-режиссер. Ага. Вот, понимаете, тот, который разжевывает. И тогда актер уже вот из этой палитры берет то, что на самом деле становится ему близко, и его. А Зарифа режиссер, правильно она говорит, по сути? Режиссер. Ее видение. Вот в Тартюфе то же самое было. Мы обалдевали, иногда переоденешься, да, и даже был такой момент, вот можно и не поверить, но поверьте. Вот автобатге бажадыш там ребзала, да? Вот, Зарифа да. видела всегда целое. Да, как режиссер, Она пространство. целое видела. И уже в этом Разложение пространстве, в этой целостности она выстраивала все, что ей нужно было. Ну, а Арзет актерский еще Да, подходил. она это делала блестяще. Да, это нужно было в театре. ну, Арзе это был серьезный такой опыт режиссерский, потому что, ну, около 20 спектаклей, это, в принципе, немало. А вот из-за чего возникла эта потребность ставить спектакли? Потому что может быть, она была там не согласна с режиссерами, с их трактовкой, и вот хотела Рано доказать стала свою ставить. правоту. Она рано стала ставить. Дело в том, что она видела немножечко глубже, видела глубже, драматургию воспринимала глубже. И в том или другом материале она видела человека, то есть ей не важно было, она могла просто вот на тарелке сыграть роль. Она не любила вот эти какие-то построения. Вот рассказали про Гарсия Лорку, там могли делать декорацию одну, вторую, но она сделала так, чтобы они видели все друг друга, потому что в пьесе в доме Бернарда Альбы все следят друг за другом. И ей надо было, чтобы все двери, которые открываются и закрываются, они были видны. Они подглядывали, они подслушивали. Она это находила. А Зарифа видела в бою, во взаимоотношениях, в столкновениях, в спектакле видела она, где, когда это должно произойти. Они в этом плане были одного поля. Они одного поля были, они были оба великие театралы. И этим было сказано все. Да. Великие. Потому что она могла 24 часа из театра не уходить. И была бы в работе все время. Закончилась репетиция, она остается с актрисой или с актером. Говорит, ты зачем это делаешь? Ты должен вот это вот так. Все она говорит, утром приходят и делают то, что нужно. Она актерски очень это чувствовала. И почему ее и вспоминают сегодня так? Потому что с ней рядом нельзя было халтурить никому. Нелли, но вы тоже у нее учились, да? Вы можете подтвердить эти слова? Да, мои старшие уже все сказали, в принципе, мне даже уже нечего говорить. Что касается моего педагога Арзет Эльхан, ну вот спор Зарифы Быздыковны, я тоже помню, как они постоянно спорили.
Ох, какие жаркие споры были на самом деле. Вот если бы меня спросили, какая Арзет Алихановна, Да. вот всякая, разная. Вот для моих старших, может, она не деспот, а для меня она и деспотом была, и требовательна, и вот всякая, вот разная. Когда Арзет Алихановна ставила спектакль, мне кажется, что и костюмеры проживали образы, и реквизиторы, и вахтеры, и пожарники, абсолютно все. Все стояли по стойке смирно. Все. Это нельзя было лишний раз голову повернуть, нельзя было лишнее слово сказать, не засмеяться, ничего. Все, если она тебя настигла, все, это конец света. У меня был казус, я о себе, значит, я играла ее же отрывок Проспер Мериме Дони Ураку. Она сама, значит, да, играла Ураку. И я вывихнула ногу во время генеральной репетиции. И торшказы тункот там. Лично за Штынгтарштан. Иногда мне казалось, если ругает, значит, она никогда никого не хвалила с моего курса. И, наверное, каждой из нас казалось, если ругает, значит, любит. А ругала всех, не хвалила никого. И, наверное, нам казалось, если ругает меня больше, значит, меня больше любит. И я настолько запуталась, я уже ничего не понимала. И вот, значит, я вывихнула ногу и убежала домой. Плачу в подушку, вот ужас. Через неделю у нас дипломный спектакль, показ, а у меня вот нога, значит. И приходят ко мне мальчики Вова Кумалагов, Кочешвили Гия и Феликс, по-моему, да. И приносят мне огромные-огромные розы. И они мне говорят, Арзет Алихановна сказала, вот, отнесите ей цветы и скажите, а гроб мы ей потом пришлем. Вот в этом была Арзет Алихановна. И вдруг я еще больше заплакала, и вдруг приходит она сама. Мы жили рядом, я жила на Маркова, она проживала на Дружбе чуть выше, вот где, наверное, Юлечка и сейчас. И приходит она сама. Боже мой, куяфетту, вот шинтаджбан, вот я вот так вот замерла. И она напряглась, я думаю, она меня задушит. И вот она пришла, ну что? Я говорю, ну ничего, в общем, наглоталась я таблеток, обезболивающих, кое-как я отыграла. Но самое интересное то, что бедная моя мама, царство небесное, она и конфеты какие-то, такой, чтобы с собой вот как-то вот, как вот искупить свою вину, хотя в чем я виновата была. И она говорит, вы что, мне взятку даете? Вот к тому не забудь, сейчас я просто перебью. У меня с ней произошел казус, вот такой тоже, вот аналогично что-то. И мы как-то вот разошлись в театре. Это было между нами двумя, в гримерной у нее. Она меня позвала, значит, и натолкала меня. Вот ты лентяйка, у тебя лень впереди идет, а потом ты за ней тащишься, сколько можно. В общем, вот так вот она так начинала говорить. Ну, естественно, я уже... Да, и у меня вот... И я такая вся, вот никакая ушла. Потом у меня вечером, по-моему, выезд был. Я приезжаю, а у нас на кухне, и так тихо-тихо, ну, спят. Я на кухне, ванна, на кухню чай. Смотрю, торт. Такой вкусный. Ну, в смысле, не покупной. Да, я хорошенечко, домашний. Вот, наверное, домашний. Я еще такая расстроенная, все. Утром я говорю, откуда? Мама говорит, к нам приходила Бекузарова у Арсения. Вот так. Она пришла, она сама пекла великолепно. Великолепно. Вот я тогда узнала, что она печет вообще. Потом она на спектакле спекла тоже. Ну, какая прелесть. Ну, есть, да. Вот видите, не совсем такой характер был. Она и мягкая, видите, и добрая. Да, у нее вот это вот... Профессия она была... Ничто ее не могло остановить по отношению к профессии. Со всех снимала шкуру, со всех снимала. Да, правильно сегодня делала. ее на самом деле не хватает. Я думаю, вы согласитесь, в Остинском театре на самом деле это величайший человек, это самородок, это режиссер с большой буквы. Правильно Тамара Батырбековна говорит, режиссер-педагог, который детально, филигранно разбирала буквально вот каждый образ. Причем она помогала в спектакле всем, абсолютно всем. Вот тоже был такой казус, тоже вот сказка, значит, и мы играли корову. Значит, актриса Фатима играла голову коровы, я заднюю часть.
Я извиняюсь, конечно. Да как ты И сопротивлялась? вот так мне обидно было. Я говорю, почему мне? Говорю, я же ваша студент. Вам Фатима никто. Сейчас Фатима меня услышит, я на самом деле это говорю. Говорю, вам же Фатима никто. Я говорю, а я ваша студентка. Как же, я говорю, вы мне могли заднюю часть дать? Замолчи! Она должна чувствовать! Что я говорю, она должна чувствовать? Что за ней что-то идет. Что за ней должно, да. Вот так что... Но в какой-то момент была возобновлена постановка «Невестки Зали», и вы играли Ой, в этом до сих пор спектакле. Это сейчас идет. Это вот Да, сейчас. этот Вы- спектакль ага. идет Не сейчас. возобновлено, нет, Да, заново он был поставлен. заново поставлен Ага, нашей актрисой Аллой Цгоевой. Цгоевой, Да, вот. А до этого, значит, 20 лет тому назад, Но надо сказать, что пьеса была написана Николаем Саламовым для нее, для своей супруги. Да. Она ее органически не выносила, эту пьесу. Были скандалы, были крики. Она сказала, ты галиматью написал, что ты принес, как ты принес. Вот вы понимаете, это было удивительно. Однако один из любимых, да, Это спектаклей? удивительно. А спектакль оказался, это вообще, это я Ну, считаю... до сих пор, вот, до сих пор. Да, вот. Он очень долго шел, тот спектакль, где Тамара Батырбековна там играла. ансамбль у нас Да, хороший там был хороший ансамбль. Вот. Большим успехом пользовался этот спектакль. А потом вот 20 лет спустя, 20 лет, наверное, прошло, да? Ну, А да. потом вот мы... 20 нет, но Алла меньше прошло, да. да. Ну, классика, на то и классика, она всегда ко двору, ко времени. И вот сегодня, мне кажется, этот спектакль, вот мы ответили на все вопросы. Какая должна быть семья? Какие должны быть взаимоотношения в семье, к свекрови, любовь к невесткам, к супругу, ну и так далее, и так далее. Мне кажется, мы на все вопросы ответили. Ну, доказательством тому наши аншлаги, неискончаемые аплодисменты, реакция зрителей на каждое наше слово. Я хочу Ну, то есть сказать... успех, он так вернулся Да, тоже, вернулся да? успех, Я хочу хотя- сказать просто как зритель. Я вот сидела в зале несколько раз. И я к комедиям отношусь так. Ну, люблю как бы, но да, я больше драма, для меня психология, психологические спектакли и трагедия. Это у меня с детства заложено. Но я хочу сказать, когда мы возвращаемся к тем спектаклям, которые были поставлены и которые имели успех колоссальный, зрительский, да, комедия или что бы то ни было, очень бывает опасно, даже когда 20 лет, 15, там сколько проходит, да, возвращаться. Вот без всякого вот, ложного этого я говорю, этот спектакль удался. Во-первых, хороший ансамбль. Хорошо они прочитали. Наверное, было чувство ответственности, потому что спектакль в свое время гремел, как говорится, звенел. На актриса-то Юкуджахта, мандам не Ю, а это Тереза, кстати, Кантемирова сказала. Там Ирон театр, Ирон зритель бажит так. Тоже забыто. Да, вот там Забыто, бажит той да, надо жених, вернуться к да, этому. она играла, как ее героиню звали? В «Женихе». Ушкургаси имеется в виду. Ушкургаси, то есть. Это, Как, Господи. ну, да, они, Не Амина, с Раей Зуцевой они играли. Да. Да, это туп. Вот, я то же самое хочу сказать. Если меня узнали, то только узнали, наверное, вот остинский зритель, потому что мы по селам. Однажды на базаре я покупаю сыр. Мама на автеу ранкпаттышты. Мы джалеу дышты, услышал гоймакта. Мы ронал авто жан дасахтама, жан дасахтайма, мне угодила в армии, а пробка. Мы хашканы, мы иронал. من هرمن دقلش هم هفته سدر هفته мы اسمه понимаешь, мы охурганок надо, мы же доктор надо на ажан. Но я поняла, откуда ветер. Ну, конечно. Да, а я была тогда, значит, другой, да, блондинка. На, кердышка сидержу. Филма, мене там меня, что ему давта каш, махазар. Мада шарку шахурштай. Шаку-то, ну пурда. Жали, да, минат надо. Вот вы знаете, это дорогого стоит, да? Это точно. И это бывало вот так вот. И я тогда тоже сказала, да, я говорю, оказывается, вот не классику, которую я играла, понимаете, зарубежную, русскую, и немножко стинскую. Спасибо Вот вам так большое, вот. спасибо. Она сделала хорошую работу, отличную работу. И я думаю, что твоя учительница, твой педагог, потому что это было тяжело, я представляю, какое-то волнение, наверное, было. Да, конечно. Да. Да. Так что в путь, в добрый путь.
Это сейчас среднее поколение, и на их плечах лежит сейчас, в общем-то, ну, не совсем весь репертуар, ну да, но лежит. Они сейчас работают вместе с молодыми и со старшим поколением. Так что в добрый путь вам. Спасибо. И тебе в том числе. Роза Исоновна, хочется еще больше поговорить о тех ролях, в которых в спектаклях, в которых принимала участие Урзета Бекузарова, об ее ролях. Какие вот самые такие вот яркие роли, запоминающиеся? Ой, у нее их много было много, около 200. Но очень много ролей было. 200, но, да, у нее? Да. Она очень дорожила военной темой, очень свято относилась к этому. Я сегодня вот в СТД, когда об этом говорили, рассказала, не могу зрителям это, извините, если я повторяюсь, но я хочу сказать, что спектакль, который к 30-летию Великой Победы был поставлен, он и сегодня отвечает абсолютно всем позициям этой великой даты. Материнская слава. Мы Материнская хотели, слава. Пытались вернуться, но боимся. И пока. это очень опасно. Да, мы это боимся надо пока новый всякого, спектакль да. ставить, Нет, а ну да. этот в этом виде на телевидении Нет, отснятый, да, он можно отснят. посмотреть и отрывки оттуда. Но этому спектаклю Гуарзета отдала полжизни. Полжизни, не меньше. Её кто сыграет так? Потому что то, что видела я, когда в год 30-летия 2 театра из Осетии приглашены были в Новороссийск на фестиваль Да, театров. я помню, мы их провожали, да. Да. Театр Дзиваева кукол, отец умер, помнишь, театр да? кукол, где мы поставили колокола «Лебеди» по слову о полку Игореве. И дальше вот, причем выезжали туда срочно, а у Толика Дзиваева папа Да, да. ушел из жизни, Мы были и Змейкино. отменить нельзя было. А он играл одну из главных ролей там тоже. Отменить нельзя было, и тогда решили, ну едем По через, дороге, да, и заехали к ним. Скажут нет, вернемся назад. Ну мы попробуем объяснить. Мамана иронах давку двое, нацидышты, Арлаудышты, юлдар машиной рахыштышты, картмабасыдышты, марлаудышты шасуры. Шахутаку бакоту. Тогда обратились к старшим и сказали, мы приехали вот потому, что сегодня перед нами поставлена задача быть вот там. Да. Если вы посчитаете нужным Анатолия отпустить, вот по такому случаю, это не частный случай, это республика выезжает на... И что вы думаете, старшие вышли и сказали, хнихазары, Хоттагой. Дадам Хоттаг Шайрагдару. Посмотрите, какие уроки мудрости. Да, правда. Это может без тебя обойтись, а там ты должен быть. Да. И они сами его... Таким вещам мы должны аплодировать. Да, за такие вещи мы должны благодарить наших старших. Они нам оставили такие уроки чести, достоинства и обязанностей перед своим народом. И почему я об этом спектакле говорю? Мы отыграли свой спектакль «Колокола лебеди». И время было, они играли позже. Играли в парке. Сеткой обтянутое помещение парка, где играли. Повесили всевозможные звуковые эти самые жучки, чтобы перевод пошел туда, так, чтобы каждому было слышно. И что вы думаете? Я застала уже спектакль идущий. Где-то в конце входа стою, спектакль заканчивается. Урзета Алихановна собирает свои пожитки, она только пришла к памятнику отдать должное в День Победы, собирается и спускается со своей корзиночкой этой в зал по ступеням и проходит, а я стою в конце зала, жду, что она наконец выйдет. И что вы думаете? Из какого-то ряда в середине зала какой-то молодой матрос поднимается около стены сидя, и начинает двигаться через всех сидящих людей к этому проходу.
Ну, сзади стоишь, это видно, все сидят. А он один двигается и старается как-то так быстрее, через всех перешагивает. И выходит на середину, а Орзета уже подходит к этому времени. Он упал на колени перед ней. Да. Это передать невозможно. В зале люди... Упал на колени, мне уже стало это интересно, я поближе пробралась, и он кричал: «Вы моя мама! Ой, Вы моя мама!» Я этого забыть не могу. Я много раз это рассказывала, но ради одного такого мгновения в творчестве можно жить, можно трудиться, можно пахать, Да. и этим же... А это было не один раз. Спасибо. Ведь она молодая была, Роза. Совершенно. Она Ну, что молодая такое была, я сейчас 30 об этом еще? думаю. Это 70-е И еще годы были. один эпизод С по ума этому сойти спектаклю. Я сегодня уже в СТД рассказывала это. Она преподавала, девочки сказали, в училище. Из училища она прямо пришла на спектакль. Уже домой не уходит, на отдых времени нету, ей нужно... Эта студия вообще отличалась тем, что они приходили за 2,5 часа в театр. Не прибегают, как сегодня некоторые, 15 минут надо одеться, надо загримироваться. Это в каком театре? В нашем с вами театре такого нет. сегодня такое. Извините. Да, Ну, не все. поняла, юмор поняла. Но она пришла, присела, поставила сумку на скамеечку около театра, чуть-чуть передохнуть, потом пойдет. Она долго к спектаклю готовилась перед началом спектакля. Сидела, разговаривали. Ну, сейчас она пойдет, думаю. Взяла сумку, потом вдруг делает страшную паузу какую-то, Тома. Резинки. Вот так голову ударила свою по лбу. Резинки, я забыла резинки взять. Какие резинки, понять не могу. Оставила сумку, бегом вскочила на остановку около театра. Долетела домой. Я сидела, ждала, ее сумку караулила. Она вернулась, она говорит: я резинки от чулок дома забыла. Скажите, пожалуйста, кто сегодня способен... Я ее спрашиваю: ну, у тебя длинная юбка, у тебя фартук, на тебе тужурка. Нет, я ее понимаю. Можно было и без них. Можно было без этого. Нет. Но это было частью ее роли, этого Нельзя без времени. этого. Нельзя. Чулки у нее были там, в сумке, а резинки она забыла. А у меня платок А тогда был. не было никаких колготок, никаких других этих самых. И она, не позволяя себе, никто бы не увидел, дали бы тебе там какие-то чего-то другое, кто увидит, Нет, есть Роза, у тебя... нет, ты знаешь, Для привыкаешь. нее в Нет, этой нет, роли, я ее понимаю. Господи, Орзета, царство тебе небесное, да услышь ты нас сегодня тоже. Мы живем твоей памятью, мы живем с тобой вместе. А Кашганагна, Цимарты и Шурдыгай, это была великая школа актерского мастерства. Это была великая школа принадлежности профессии. И, к сожалению, сегодня это все реже и реже встречается на сегодняшней ниве. Потому что сегодня, когда я вижу на сцене в осетинском Рашкарткаба подметают метелкой, то там нету ни педагога, нету ни режиссера. Спасибо большое. Но вы знаете, после себя она со своим супругом оставила прекрасную дочку, которая сегодня не смогла остаться в стороне. У нас есть ее интервью, я предлагаю посмотреть, а потом вернуться. Драматургия. Театр – это ее жизнь, конечно. Театр – это ее жизнь, и поэтому, что я могу сказать? Это, может быть, ее бы, наверное, не было бы, если бы не было в ее жизни театра. Потому что она жила театром, она жила в театре. Конечно, мне ее очень не хватало. Как ребенку, родителей вообще. Они же оба полностью были в искусстве. Поэтому мамы как-то было мало. Для меня было мало как ребенку.
И вот когда отца не стало, то я видела, что мама, да, она как бы очень тосковала она. Хоть я никогда и не видела, что вот как бывает, вот говорят, ой, такая любовь, вот это все было внутри них эта любовь была, внутри их сердец была она. И вдруг потерять человека, который с тобой всю жизнь вместе, рядом, это было для нее. Да, и она тосковала, и в театре стало меньше работы у нее, понимаете? Все это вместе, конечно, сыграло свою трагическую роль, я так думаю. Ну, у нас сегодня и внучка, дадим ей тоже слово. Конечно. Ну вот мама говорит, что не хватало бабушки вашей. Вам хватало ее? Мне хватало, да. Я много времени с ней проводила. Вообще очень ее любила, и она меня тоже любила. Это было очень заметно. Вот ее такое отношение ко мне. Но вы по этой линии не пошли, по актерской? По актерской нет. Я филолог по образованию. Я работаю в школе преподавателем русского языка и литературы. Еще я журналист. Я в газету «Терские ведомости» пишу статьи. Да, актерской как-то нет. Но все-таки вот что особенного вспоминается? Да, доброе. Ну, что-то, может быть, есть какая-то такая вот... ну, говорят о Орзета Бекузарова, а у вас сразу какая-то, может быть, история. Вот что-то она особенно делала, может быть, или для вас особенно делала. Не знаю, пирожки пекла особенно. Для нее, наверное, все делала особенно. Воспитывала ее. Мы с ней очень любили время вместе проводить. Мы с ней гулять любили, вот дома тоже сидеть. Но она в основном как бы для меня была домашняя бабушка. А рассказывала о чем? Рассказывала она, кстати, о театре рассказывала мало. Да? Она в основном как бы вот, она о нашей семье, о своей вот тоже вот. О бабушке. Да, о своей маме, о своих сестрах в основном рассказывала. И как-то вот, ну тоже спрашивала постоянно, как у меня дела, как у мамы дела. Ну, в основном такая вот, да, домашняя бабушка, вот действительно бабушка она была. Как актрису я ее знала плохо, честно говоря. Вот сейчас то, что они рассказывают, это я первый раз слышу, для меня это является даже открытием, честно говоря. И вот роли сейчас, вот, которые показывали, я первый раз это увидела. Я не застала ее, к сожалению, на сцене. Вот. Ну, в кино, наверное, Как видели, меня да? мои влюбленные. В кино, Когда да. она снялась, Они это точно «Пишите так же. письма», Погода, несколько это фильмов Да, было. несколько фильмов, да. Да. Спасибо вам, что вы сегодня пришли. Спасибо. Когда 10 лет не работаешь. Зоя Николаевна, вы хотели еще добавить? Я хочу добавить вот Коротко. что. Очень разносторонне показали Орзету Бекузарову. Это ж прекрасно. Очень. Но Талантливо. об одной особенности ее не сказали. Орзета была очень образована. Она была очень начитана. Она была справедлива, она была смела. Смелая она была. Только потому, что основа была у нее. И так как она была вот такая справедливая, это все знали и в театре, и в республике, не сказали о том, что Орзета была депутатом Верховного Совета нашей республики какое-то время. Это для нас, вот для тех, кто с ней учился, это было очень почетно. Я написала о ней стихотворение, я ей почитала, ей очень понравилось. Даже в газете это было когда-то. Ирона Уйбакашон, Бекужарта Орзетаян. Ирача же ты хождар, башты курахат тамшар, бакаштай конда Ерон, жардая, жондай нартон. И там есть какие-то куплеты. Спасибо. Спасибо большое. К сожалению, наше время уже закончилось. Спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Вам. Спасибо вам. Спасибо, что вы так рассказали подробно о ней. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Не зря говорят, что имя влияет на судьбу человека. В жизни нашей героини с говорящим именем Орзета любовь проявилась в самых разных ее гранях, как любовь к жизни, к творчеству, работе. Счастье есть там, где гармония между творческой самореализацией и личной жизнью. Любите и будьте любимы, и оставайтесь в своем кругу с теми, с кем вам интересно. До встречи. Спасибо.